Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном собрании нашей экспертной площадки. Сегодняшняя тема, она достаточно такая обширная. Политические итоги 2016 года. Чем он запомнился, какие были достижения, какие были упущения. Вот это нам сегодня все и предстоит проанализировать, поговорить об этом. Готовясь к нашей встрече, я тоже хотел для себя обозначить основные символы уходящего года, но так и не пришел к какому-то выводу, что из них является определяющим, главным. Этот год был годом 25-летия нашей независимости. В этом году была столетняя годовщина национально-освободительного восстания в Кыргызстане в 1916 году. По традиции очередная смена Кабинета министров, конституционная реформа и референдум. Что из всего этого мы можем записать в актив, что это у нас уходит в пассив? Вот я думаю, интересно будет обо всем этом поговорить. В январе текущего, уже заканчивающегося года президент Атамбаев объявил 2016 год годом истории и культуры. На мой взгляд, два больших события можно назвать наиболее прямо относящимися к этим двум темам. Это мероприятие по столетию народной трагедии Үркүн и вторые Всемирные игры кочевников, соответственно. Я даже не называю 25-летие независимости, которую мы как-то не совсем заметили в течение этого года. В основном история и культура, кажется, пребывали в обычном штатном режиме в течение года, а авансцену заняли события другого политического плана. Напомню, что год сейчас огненной обезьяны, и астрологи нам говорили, что он будет богатый событиями, непредсказуемый, игривый и так далее. И, наверное, они не ошиблись. Вспомнить только Брексит, Дональда Трампа, смерть Каримова и выживание Эрдогана. Но в Кыргызстане этот год был также полон всяких событий, не менее значимых, по крайней мере, для нас. Я обозначу, вместо того, чтобы просто перелистывать, пересчитывать, 5, на мой взгляд, важных тенденций, процессов, которые происходили за весь этот год, и как бы подведу один итог, ко всему, который выходит из всех этих 5 процессов. Один процесс я назвал годом курьезов с законом. Мягко говоря, курьезов с законом. К этому я отношу в основном то, что имело отношение к Конституции и ее изменениям. Это, например, надуманный такой аргумент, что 41-я статья нам мешает сохранять свой суверенитет, или недоразумение по поводу того, как читать 114-ю статью, или же разочаровавшие многих из нас разрешение этого спора Конституционной палатой, или же вспомнить потерю, так называемую, подлинника закона, главного закона, и вся череда всяких мероприятий по скорейшему принятию закона нового о референдуме и одновременно еще и закона о том, что надо провести референдум по внесению изменений в Конституцию. На фоне, конечно, наших пертурбаций с законом по Конституции легко можно забыть, например, то, что депутаты спросонья проголосовали против закона, запрещающего брак с несовершеннолетними через НИКе, или же в такой же странной ситуации проголосовали 100% за регистрацию иностранцев в течение 5 дней.
И все это, конечно, оставило серьезный осадок о том, как в Кыргызстане вообще работает закон, как мы с ним относимся, как мы его понимаем. Второе течение – это год выяснения обстоятельств, выяснения отношений. Я даже не буду перечислять, но вы понимаете, насколько год был насыщен вот, тем, что в народе можно назвать простым языком выяснение отношений. В первую очередь это президент Атамбаев со всеми своими соратниками с 2010 года, со временным правительством, в первую очередь с Омурбеком Текебаевым, ну и со всеми остальными. Частичными жертвами, я бы сказал, этого скандала пали торжественность 25-й годовщины независимости страны, легитимность экс-президента Розы Отунбаевой, некая аура единства среди членов Временного правительства 2010 года и, что, мне кажется, не так маловажно, непубличный образ жизни и деятельности градоначальника Бишкека. Далее, третье, что характеризовало год, это год политического перформанса. Перформанс из английского, мне кажется, театральность или спектакулярность, выступление несколько не передает тот смысл. То, что политика в Кыргызстане подчеркивалась или характеризовалась выпеченной, заметной такой театральностью. Конечно, тут в прямом смысле слова, конечно, вспоминается только ВИК, Всемирные игры кочевников, но даже там, я бы сказал, ВИК были не просто и не только культурно-спортивным событием, а еще и важным политическим перформансом. Это было то, феерическое, воодушевляющее, заставляющее позабыть обо всем остальном зрелище для простого народа и для мировой аудитории, которого давно хотелось, но не получалось. В политике перформансов было тоже очень много. Это и стиль премьерства Сариева, и от которого другим амбициозным политикам становилось не по себе. Самоназванный народный парламент с его угрозами и обещаниями в тональности бравадо под лидерством доселе забытого Талгарбекова, и Омурбек Бабанов с его чередой громких пресс-конференций и выступлений. Я даже не говорю об агитационных перформансах политических партий перед выборами, потому что оно, по сути, и является перформативной политикой. Но главное все-таки перформансы делал сам президент, опять же. Его неповторимые характерные пресс-конференции, выступления и заявления, полные непредсказуемых откровений, эмоций, метафор и свободных мыслей. В каждом из своих выступлений президент выстраивал часть очертаний своего видения по текущей политике, его внешних отношений и его будущего, и с каждый раз с неиссякающей колоритностью, ему присущей. Четвертое, это я бы отметил год партии президента. То, что социал-демократическая партия является партией президента, естественно, в первую очередь говорил сам президент, и как раз, кстати, пришел и Джанар. Он заявлял это однажды и много раз подтверждал или подразумевал. Год начинался с новоиспеченным парламентом, в котором наибольшее количество голосов получила партия президента под главным лозунгом «Поддержим президента». И именно потому, что она партия президента, мне кажется. Что происходило с этой партией, чем занималась, какие процессы происходили в этой партии, мне кажется, является довольно важной темой уходящего года, потому что, много почему. Конечно, напрашивается тот вывод, что СДПК очень сильно усилилась и установила свое преимущество над всеми другими партиями. Но надо, конечно, вспомнить, что она, смотря с какой стороны смотреть, конечно, успех был несколько смешанный. По итогам выборов в местной Кенеше в декабре, например, неделю назад, СДПК была либо очень успешна, либо не очень на усмотрение обозревателя, так как она получила наибольшее количество мест почти везде,
где были выборы, но не получила абсолютного большинства почти нигде. Несмотря на то, что мы все ожидали, что это административный ресурс, там, партия власти, партия президента и так далее. Вот. И последний, пятый процесс, и который, на мой взгляд, является главным итогом года, это год президентского примата. Ну, слово «примат», конечно, я подразумеваю в смысле первенства или первичности. Ну, понимаете, конечно, в год обезьяны по-разному. Все предыдущие явления интересны и важны по-своему, однако наиболее важным событием, развитием для страны, мне кажется, в текущего курса событий, надо считать последнее явление, окончательное выявление того факта, что все-таки президент Атамбаев является главным источником, автором и вершителем всех важных политических вопросов в стране. То есть здесь важно не столько, что просто он доминирует над текущими процессами политики, а сам тот факт, что ядром правления, то бишь источником важнейших инициатив, проводником их смыслов, локомотивом их реализации является он, а не парламент или премьер и его правительство. Само по себе оно, конечно, не может нас удивлять, потому что Кыргызстану не впервой видеть доминирующую роль президента, но есть два момента, которые подчеркивают важность этого наблюдения. Во-первых, по существующей и по подкорректированной Конституции теперь президент не предполагается настолько доминирующей фигурой. Декларативно Кыргызстан стремится к парламентской форме правления. Ну и во-вторых, данное явление противоречит заявлениям самого президента, который является, можно сказать, главным спикером в пользу парламентского правления и систематически говорит об опасностях сильного президента, способного легко превратиться в дракона. Вот. И примат президентских предпочтений наблюдался во всех важных вопросах, но главным событием, выявившим данное обстоятельство, было внесение изменений в Конституцию. Мне кажется, на сегодня ни у кого не осталось сомнений, что именно президент является главным инициатором этих поправок. На самом деле мало кто может назвать хоть кого-нибудь другого, кто поистине и по совести ратовал бы за эти изменения, если бы не президент хотел их. Вот этим последним явлением можно подытожить весь год. Все процессы в политике, которые происходили в Кыргызстане за этот год. Все важные процессы привели и курьезы с законом, о которых я говорил, и выяснение отношений между разными политиками, и вся перформативная политика, и процессы касательно СДПК, все они в конечном итоге привели к тому, что мы выявили для себя тот факт, что установился примат президента над всеми политическими силами. Как будут происходить процессы в следующем году, сейчас невозможно с какой-либо точностью предугадать. Непредсказуемость касается даже того факта, что установился примат президента. Факторами, способными повлиять на президентское первенство, можно рассматривать несколько вещей. Это и Конституция в ее измененном варианте, это и просто сам факт того, что был проведен референдум, не дожидаясь 2020 года. Это и предстоящие президентские выборы, которые уже начинают активизировать политические брожения среди аспирантов на этот пост. И, конечно же, все усиливающийся хронологический факт того, что нынешний президент работает в режиме хромой утки. Все эти названные факторы в совокупности с тем, что политическая арена в Кыргызстане всегда была склонна к фрагментации, подчеркивает актуальность того, что политолог Генри Хейл назвал политикой патронажа, которая в нашем случае может всегда приводить к резким пертурбациям. Впору здесь опять же вспомнить, что по китайскому календарю год обезьяны еще пару месяцев будет продолжаться. И чем бы она ни шутила, лишь бы она не рушила нас покой и свободу, и стабильность. Очень жаль вообще ограничивать вот такие содержательные выступления, поэтому я надеюсь, вы поделитесь с нами вашей статьей, когда вы ее опубликуете. Это замечательно, да? Тогда мы тоже постараемся ее расширить по социальным сетям. Безумно понравилось словосочетание «политический перформанс». Оно теперь станет моим любимым, буду использовать его везде, к месту и не к месту. Действительно, да, политика Кыргызстана
особенно в верхах, она разительным образом отличается от наших соседей, представляет из себя что-то очень такое яркое, шумное, интересное, интригующее и непредсказуемое. Ну, насчет хромой утки хотелось бы вот просто как модератор сказать, дай бог всем уходящим президентам быть такой хромой уткой, которая, не знаю, там на 2-3 дистанции впереди всех остальных игроков, и как мы можем догадываться, даже после своей отставки будет продолжать иметь огромное влияние на все процессы, в первую очередь политические. Итоги 2016 года, на мой взгляд, очень хорошо репрезентуются через символизмы. На мой взгляд, ключевым, и не только на мой, видимо, и по мнению президента, который высказался об этом, основным таким символическим событием 2016 года были игры кочевников. И они действительно очень показательны, потому что они затмили все остальные очень важные исторические события 2016 года. Это и 25-летие независимости, это и 100-летие 2016 года, которое было, собственно, на мой взгляд, занижено. Это и другие даты, связанные, например, с Баласагуни и так далее. Все эти очень важные символические для идентичности нашего народа события, они, к сожалению, остались вне общего осмысления и рефлексии. Остались игры кочевников, и, на мой взгляд, они стали символизировать того, как наша ситуация ушла назад, ушла вспять. Мне кажется, что 2016 год можно сравнивать с 2008 годом, с 2004 годом. Каким образом? Я попытаюсь показать это через разные, скажем, сферы. Например, политика. Этот год показал, что усилилось государство, усилилась вертикаль власти, что президент вновь стал вездесущим, и это видно по всем институтам, по всем инстанциям власти, начиная от судебной, конституционной инстанции, заканчивая медийным аспектом, да любым аспектом, где мы видим попытки президента вмешивать в те самые институты. И эта ситуация не может, конечно, не настораживать, потому что она затрагивает даже такие вещи, как СМИ. То есть ни для кого не секрет, что даже списки на выступление президента он отбирает сам или зачеркивает, или ограничивает определенных людей. Это видно по отношению к оппозиции. 2016 год показал, что вот так группа оппозиционеров, которая оказалась в тюрьме, на самом деле не так страшен черт, как его малюют в этом смысле. И усиление президентской власти мы видим во всех тенденциях, в выступлении президента, который постоянно находит каких-то в лице определенных людей, чаще всего пенсионного возраста, новых врагов для развития Кыргызстана, как оказалось. Вторая тенденция, которую можно с этим ассоциировать, это то, что на 2016 год повторилась картина, когда президент, собственно говоря, весь свой технический аппарат из форума, где он находился дальше, перенес в Белый дом, начиная там от телохранителей, водителей, хозяйственников. Как это будет работать, время покажет. Может быть, это действительно выдающиеся талантливые люди. Другое дело, как это сказывается на политической системе. Это прикрывает возможность, например, социальных лифтов. У нас достаточно много профессиональных людей, которые не попадают на эти позиции. И это опасная ситуация, потому что, на мой взгляд, в Кыргызстане сейчас происходит такая депрофессионализация общества. То есть во всех сферах, в управленческих, политических, в силовых, мы видим, по сути, не профессионалов, а людей, так или иначе, проявляющих лояльность к президенту. И еще один очень важный момент. Вы знаете, очень хорошо просматриваются тенденции в стране через символизмы. И если после 2010 года мы видели, как героика революции 2010 года усилилась через различные памятные вещи и так далее, то мы все стали свидетелем, как 31 августа сам президент развалил вот этот героизм и, собственно говоря, свою
компромиссную команду Временного правительства, и началась, в общем-то, как бы период компроматов. Мы увидели нового Текебаева в этом смысле, возрожденного Текебаева. Вообще политическая история Кыргызстана говорит, что что Текебаев наиболее ярок, наиболее последовательный, наиболее выражающийся в политике именно тогда, когда он переходит в сторону оппозиции. И мы видели, вот это противостояние растет, как оно будет развиваться дальше, это достаточно интересно. Мы видим, как происходит депрофессионализация парламента. Наверное, нынешний парламент по многим критериям уступает всем предыдущим. Начиная с таких индикаторов, как криминализация, то есть потому как были заведены дела криминальные на этих депутатов, и заканчивая по тем законотворческим инициативам, да просто риторикам, которые происходят на сегодняшний день. И, к большому сожалению, оттуда выпадают люди наиболее яркие, наиболее профессиональные, такие как Чулпон Джакупова, просто потому что они, во-первых, там не услышаны, а во-вторых, потому что они слишком ярко выделяются в той среде, которая там находится, и эта среда их выталкивает. И это большой минус, в первую очередь для общества, потому что это сказывается на качестве законопроектов, которые потом так или иначе будут нам предъявляться. И еще один момент, который мне хотелось бы сказать, это наше общество. Наше общество на 2016 год находится в достаточно удрученном состоянии. Мне трудно согласиться с президентом о том, что дух народный был поднят, или мы состоялись, или не состоялись, отстоялись, потому что в обществе мы проводим очень много исследований, наблюдается такое понятие в социологии, есть аномия. Это когда четкие правила игры размыты. Это когда непонятно человеку в регионе, в Бишкеке, по каким правилам нужно жить. То есть Конституция стала некоторой падчерицей, и на закон все меньше ссылаются. Даже первые лица государства больше ссылаются, например, на Коран, на адат, на криминальные какие-то нормы, и все меньше на норму закона. И тогда мы видим, что люди в критической ситуации обращаются не в суды, не в милицию, а просто идут разрешать эти вопросы в мечеть или там криминал. И это очень сильно расшатывает общество, потому что мы видим очень сильный кризис доверия. Люди перестали доверять институтам и нормам, и это было видно на последних выборах. Я наблюдала выборы, двое последних выборов, и вот такая картина, когда аксакалы раздают деньги, или когда ты приезжаешь в любое село, и люди, элита, скажем, локальная, дает бата всем вновь пришедшим партийцам, благословляет их с утра одних, к вечеру других, и как бы не гнушается брать за это мзду, говорит не о том, что люди наши стали такие нехорошие и такие циничные, нет. Люди повторяют то, что делает элита. И вот этот вот кризис доверия, он очень плачевен. И это еще видно по такому сегменту, как наши студенты. Если вы знаете, в мировой практике студенты, молодежь, особенно студенты, которые считаются образованные, подкованные, они всегда являются фарватерами общества, они зажигают, они имеют право на протест, на дискуссии яркие. К сожалению, наши студенты сегодня показали, что вот такой тенденции нет, что она очень сильно манипулируема, и это тоже не проблема молодого поколения. Это то, что сделали с ними система. Социальные лифты не работают, они ни во что не верят, и понятие выбора для них очень абстрактно, особенно учитывая, что весь руководящий персонал вузов, собственно говоря, включен в то, что мы видели в результате настоящих выборов. И еще я бы отметила тенденцию по политическом строительстве. У нас появляются партии-феномены. Например, такие как Меккен Кыргызстан, рекламы которой никто не видел, но она дала такой результат. Вот каким это образом делается, волшебным, остается догадываться. И последнее, о чем я хочу сказать, это тенденции этого года показали, что наше общество становится все больше и больше консервативным. И как это видно? Партия коммунистов, неокоммунистов, молодые ребята, которые пытаются возродить Сталина.
Это очень такая тенденция, понятная мне, потому что я немного изучаю этот вопрос. Наше общество достаточно сильно страдает амнезией. Мы не помним события последнего тысячелетия, и это очень хорошо видно на Атабиите. Если вы посмотрите последний, в этом году презентованный комплекс памятников, барельефов памятников по 2016 году, вы увидите, что на самом деле это памятник не про 16 год, не про трагедию 16 года. Это песня советизации. Потому что там есть такие архетипы, там есть дочь советской Киргизии, там есть лампочка Ильича, трактор, но об этом ли смысл 16 года? Вот такая историческая амнезия с одной стороны, а с другой стороны насаждаемая пропагандой ностальгия по-советскому подводит к тому, что идентичность наша меняется, она становится рыхлой, и появляются идеи восстановить культ Сталина, идеи достаточно радикального. Какая-то часть населения уходит в такую радикальную часть ислама. Третья часть становится более такими, скажем, индифферентными. И в этом смысле очень важный сегмент, очень важная составляющая для нашего государства, такая как гражданственность, она очень сильно снижается. И такие категории, как просвещение, мы очень часто говорим про образование, оно все качественно, все сильнее и сильнее снижается. Но мне кажется, гораздо важнее с 2016 года говорить про просвещение, потому что общество становится все более темным, все более маргинальным, все более пассивным. А учитывая новый тренд, заявленный на 2017 год, о том, что год будет годом нравственности, воспитания, культуры, это еще больше пугает. Потому что, поверьте мне, история показывает, что как только государство начинает заниматься нравственностью, это ни к чему хорошему не приводит. И недаром появлялись такие инициативы в пиар-компаниях, там нравственный город, нравственный кодекс бишкекчан и прочее. Это может вызывать иронию и попытка государства заниматься нравственностью, но это значит, что будут находиться люди, которые занимаются безнравственностью, и, скорее всего, это будет наказываться. Это очень похоже на тенденцию в авторизирующихся государствах, и это, мне кажется, может сказаться и на свободе слова, и на свободе просто открытых дискуссий. Качество дискуссий в нашей стране и так и без того плачевно. И у нас происходит... Дело в том, что у нас политика действительно заменила все. Политика у нас заменила экономику, социальную сферу и прочее. И мы очень политизированы, это видно даже по нашим, в первую очередь по нашим таксистам, которые для меня, например, как для исследователя, являются барометром. Но в последнее время таксисты и в общем-то, общество несколько встревожено, с одной стороны апатично, с другой стороны встревожено. Я вижу некоторую протестность в обществе, она присутствует, поэтому я провожу примеры с 2008 годом и 2005 годом, но поскольку люди уже видели, привиты этими двумя революциями, они видели, что они ни к чему хорошему не приводят, эта протестность не выходит на уровне политического, но эта протестность выходит на уровне апатии. И когда мы пытаемся бороться с экстремизмом и терроризмом, мне кажется, вот эти репрессивные методы не подходят. Это как раз-таки нереализованная протестность. Она переходит в другие сферы, которые переходят не в область политического, а в область безопасности, что еще более опасно для нашего государства. Так что, и по поводу, завершая свое выступление, я хочу сказать, что, мне кажется, увлекшись играми кочевников, мы проскакали основные символы, основные очень важные вехи нашего государства, нашего идентичности, нашего народа. Мы так и не ответили на многие вопросы по 2016 году. Мы так и не подвели итоги четверти века нашей независимости. И мне кажется, 2016 год оставляет в этом смысле гораздо больше вопросов, чем ответов. Пришла аналогия с тем, что политика в Кыргызстане даже стала какой-то частью экономики и бюджетообразующей отраслью, да, если вспомнить, сколько средств там аккумулируется, тратится на всякие выборы, на пиар, на продвижение.
Я уж не говорю про все эти коррупционные схемы с закупками, с бюджетом, с грантами, с кредитами. Это даже страшно. Не будем себе портить настроение перед Новым годом. Ну, спасибо. Эльмира тоже будет о чем порассуждать. Наверное, единственное, о чем мы не сказали, это внешней политики. Но Она тоже. у вас у всех будет возможность что-то досказать во время ответов из зала. Жанар Мырза, 2016 жыл бүтүп баратат. Саясат, экономика, коом. Ушул чөйрөлөрдө эмне кылмыштар болду? Ага кандай баа берет элиңиз? Дегиле 2016 жыл Кыргыз тарыхында кандай из калтырат? Акыры бизди кайгап келет. Өнүгүүдөгү болобу? Балким депутат катары сиз бийликтин өйдөңкү эшелондоруна кирип алып, балким мындай көз карашыңар кеңейип калдыбы, маалыматыңар көбөйдүбү? Мен фракциянын атынан сүйлөбөйм, башында эле айтып коеюн. Ал үчүн партиянын жана фракциянын лидерлери өздөрү сүйлөш керек. Ошондуктан меники мындай жөнөкөй эле бир көз карандысыз депутат катары эле кабылдасаңар болот да. 2016 жыл менин оюмча экономикалык бир өсүштөрдүн же чоң реформалардын, элдер күтүп аткан жанагы сот реформасы сыяктуу бир алдыга жылуунун жылы болгон жок. Эң башкысы мурдагы 20 жылдан берки жүргөн саясатчылардын компроматтарын согушу элдин эң көп эсинде калды деп ойлойм да мен. Реформаларга, алдыга жылууга бир чоң улуттук маселеде мындай бирге турган жыл болгон жок. Дайыма ушул ар кимиси мындай ар кайсы саясий кызыкты көздөп, анын арты менен бири-бирин мындай байлыктарын, үйлөрүнө чейин чуккан. Бирок мен ошону ойлойм да, мына жаш саясатчылар, жаштар же саясатка келем деген адамдардын бардыгы үчүн бул чоң сабак болуш керек деп ойлойм. Кандайдыр бир учурда бир байлык аларда, же бир үй курарда, же бир чоң имаратты сатып аларда кайсы акчага, кимдин акчасына, эмне үчүн алып атабыз, ушунун бардыгы кийин мындай билинет экен, кийин жооп берет экенбиз деп мына элдин бардыгы, саясатчылардын бардыгы ушуну мындай көбүрөөк ойлонуп калышты деп ойлойм. Эльмира эжекебиз айткандай, кадрдык саясатта эч нерсеге таң калуу мүмкүн эмес азыр. Эми парламенттин ичинде сөз бар, мындай баланча деле депутат болуп атпайбы деп. Мындай бир ушундай кадрдык саясатка министрлерге, региондогу кадрдык дайындоолорго, губернаторлорду дайындоолорго мындай көпчүлүк эл таң калбай турган чекке жетти да. Мунун бардыгына баарыбыз жоопкерчиликти алышыбыз керек. Бирок эң кызыгы парламенттин ичинде фракциялардын, депутаттардын бардыгы 2017 жылды чыдамсыздык менен күтүп атышат. 2017 жыл саясий окуяларга, анан жаңыланууга аябай бай жыл болот деп ойлойбуз. Мына президенттикке кимдер барары деле анык болуп калды. Саясий элита же болбосо региондогу мындай таасирдүү адамдардын бардыгы ошол президент болууга реалдуу шансы бар талапкерлерге мына 2016 жылы эле аягында ошолор менен мамиле курганга, эртеңки шайлоодо бир болгонго азыр ушундай кырдаал болуп калды. Бай адамдар же таасирдүү адамдар же региондогу кадыр баркы бар депутаттар сөзсүз мындай бир талапкер менен болуп, ошол менен чогуу шайлоодо жардам берип, кийинки команданы мындай команда издеген адамдардын саны мындай көбүрөөк да. Көчмөндөр оюну чын эле мындай Кыргызстанга жакшы аброй, кадыр баркы алып келе алды десек болот. Бирок аны дагы биз ушул Кыргызстан ушундай деп бүт ушул башка дүйнө элине мактаныш үчүн көбүрөөк мындай басым жасадык. Өзүбүздүн элди эми биз көрүп аттык да, райондон, айыл өкмөттөн, мугалимдер, врачтар кандай түйшүк менен өткөрүп атышты анын бардыгын. Бирок мунун эң башкы маңызы ушул биздин улуу эл экенибизди, тарыхы бай эл экенибизди, маданияты бай эл экенибизди көрсөтүүгө мындай аракет кылдык. Парламент жылдын башында мындай кол бала парламент экен, мындан мындай бир 2-3 гана депутаттын бир башкача ойлору болбосо эч кандай жыйынтык күтүүгө болбойт деп ойлошкон. Бирок мына жылдын аягында парламент бир топ мындай козголду.
байкасаңар түрдүү пикирлер айтыла баштады. Парламентте мындай өкмөт келгенде, башка маселеде мындай курч ойлор айтыла баштады, бирок ал ой гана. Эң башкысы бизде парламенттик оппозиция дагы ар бир келген өкмөттү мен таң калганым ушундай да, мындай. Бардык депутаттар чыгып өкмөттү сындап коет, бирок келгенде бир добуштан колдоп берип атышты. Бир дагы өкмөт башчыга каршы принципиалдуу маселеде же партиялардын платформасынын негизинде талаш тартыш болгон жок. Ар бир партия парламентте өкмөт менен иштешип, убадаларды аткарууга жыл башынан эле шайлангандан баштап эле аракет кылган партияларды мен көп байкаган жокмун. Популизм үчүн айрым бир мыйзам долбоорлорун мындай сунуштагандар болду, бирок жалпысы парламентте көп мыйзамдарды карасаңар, кийинки президенттик шайлоого же кийинки парламенттик шайлоого ошол мыйзамды мен бетке кармайм дегендей бир ой менен мыйзам жазган учурлар дагы мен байкап атам. Мындай менде жаңы депутатмын да, жаш. 1 жыл болду мына. Экинчиден, жергиликтүү кеңештерге шайлоо мени абдан таң калтырды. Мисалы Ош шаарында парламенттик шайлоо кандай болсо, жергиликтүү кеңеш, шаардык кеңеш дагы андан дагы курч өттү да. Анткени Ош шаарын билесиңер, мындай саясий дагы, регионалдык дагы мындай чоң мааниге ээ шаар, элдин саны көп. Ошол жерде бир партия, мына Мекеним Кыргызстан деген партия утуп чыкканда, бардыгыбыз карап, ошолордун тизмесин мындай Google'дан издеп баштадык да. Булар кимдер экен? Партиясынын сайты бар бекен? Жок дегенде деп издеп, анан ушундай бир таң калыштуу окуя болду. Кийин мына саясатка келе турган жаштар дагы көп ойлонуп калышты. Партиялык школа деген мындай түзүп отурбай эле, же 20 жылдап тарыхы бар партияларга кошулуп отурбай эле, заматта түзүлө калган партиялар менен депутат болуп шайланып келүү мүмкүн экен деп. Мисалы мен Бишкек шаардык кеңешинде Мекеним Кыргызстан партиясынын бир дагы платформасын же бир адамдын эл менен жолугушуп атканын мындай көргөн жокмун да. Бирок утуп чыкты. Ошонун бардыгы мындай кыргыз саясатында идеология деген, программа деген, бир 20-30 жылдык план деген түшүнүктүн кереги жок экенин мындай көрүп атабыз да. Мындай жол менен кетсек 2020-жылы байлардын арасында гана күрөш болот. Кимдин акчасы көп, кайсы партиялар, ошол жаңы чыккан партиялар көбүрөөк өтөт. Ошол эле мындай көп жылдан бери саясатта жүргөн партиялардын көпчүлүгү мындай келбей калуу коркунучу бар. Же болбосо алардын бардыгы, биздин кадыр бартуу саясатчылардын бардыгы ошол жаңы түзүлгөн бай партиялардын катарына кошулуп, аргасыздан ошолор менен барышы мүмкүн. Көп жылдан берки, 20 жылдан берки жоголгон ишенимди кайтарып алганга бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар эле. Шайлоолордо элдин катышуусу, бирок дагы эле ошол ишенимди биз кайтара албаганыбызды көрсөттү. Анткени катышууну көрдүңөр мына. 42% болду. Бул эми анын ичинде мугалимдер, студенттер, армия, башкалар менен айыл өкмөттөрдү кантип иштегендерин, акимдердин кантип аракет кылып иштегенин көрүп, ушунун өзү жогорку бийликтин идеясын, алардын ойлорун, алардын программасына элдер кайдыгер, ишенбөө менен мамиле кылганын байкаган болот. Бирок салыштырганда мурдагы Акаев, Бакиев убагындагыдай 80%, 95% же 98% менен өттү дебей, чын эле ушул катышууну мындай бергени бул таза шайлоого бизде дагы үмүт жанды да. Таза шайлоо мындай болот. Бирок айрым кемчиликтер коштолду. Бирок салыштырганда баары бир таза шайлоого мындай бир жол ачылганын байкаган болот. Салыштырмалуу сөз эркиндиги боюнча айрым гана мыйзамдар бир сөз эркиндигине бир аз мындай тоскоол боло тургандай болгон учурлар болду. Бирок парламентте ишмердигин каалагандай чагылдырса болот азыр. Журналисттерге эч кандай тоскоолдуктар жок. Эми айрым учурда соттошуулар бар, башкалар бар. Эми ал бул мындай жалпы Кыргызстандагы сөз эркиндигине доо кетирбейт деп ойлойм. Бирок биздин мамлекетте сөз эркиндиги мындан дагы жакшы болуш керек. Мындан дагы ачык болушубуз керек деп ойлойм. Мен өткөндө айттым, чын эле мына журналистиканын, анан жарандык коомдун күчү абдан чоңойду.
былтыр көп фракциялар, депутаттар жаңы жылдык корпоратив өткөргөндөн коркуп турушты да. Анткени мен Facebook ачып кетем, Twitterге жазып коюшат. Анан элдер бизди талкуулайт деп. Бул өзү мындай жакшы жол. Бул сөз эркиндигинин, жарандык коомдун күчтүүлүгүнүн эмгегин бир адамга берип койгонго болбойт. Анткени биздин эл өзү ошого жетишкен. Мындан башка мындай жол жок. Биз мындан артык кыла албайбыз. Бирок азыр эми кийинки президентти кандай тандоо болот? Эми азыр коом ичинде мындай айтылганы менен чын айтканда парламентте ушул 3 депутат бириксе эле ушул кийинки президент ким болот деген тема сүйлөшүлөт көбүрөөк. Менде мындай ушул сыяктуу. Бирок мен ойлойт элем мына кадр саясатына таптакыр башкача мамиле кылыш керек. Анан келерки жылы мына улуттук дөөлөттөрдү айттык, маданиятты айттык, бирок ийинки жылы биз жапа тырмак Кыргызстандын 2017 жылы билим берүү тармагын эң башкы багыт кылып алсак деген мындай бир ойлорум бар да. Анткени мунсуз болбойт. Биз азыр мектептерди куруп атабыз, башка кылып атабыз, бирок региондогу билим берүү сапатына басым жасаган, миграциянын агымын токтото турган ушул бардыгына келип ушул билим берүү тармагына ийинки жылы бүт ушул президент дагы, өкмөт, парламент акчаны дагы аябай реформаларга барса жакшы болот элем. Бирок реформа деген сөздү айтыштан деле мындай уялып калдык да, бул күнүмдүк. Өткөндө тиги ички иштер министринин жооп бербедиби тиги? Реформа кылыш керек, реформа жакшы дегенде ушу. Реформа деген сөз ушу мындай айтышта эле кыйын болуп калды. Бирок парламентте мен сүйүнгөнүм акыркы учурда түрдүү пикирлер айтыла баштады. Ар кандай курулай доомат же компроматтардын согушунда парламент мындай чындык тарапка бир аз оогонун байкасак болот. Азырынча менде ойлор ушундай. Бирок мына компроматтар согушу же болбосо баягы жогорку бийликтеги адамдардын үй курган үйлөрү, ушунун бардыгы чын айтканда көп адамдарга сабак болду. Бул мындай ойлонуп калды көпчүлүгүчү. Эми 2017 жылга үмүт кылалы барбыз. Эмки жылы ушул жерден дагы баа беребиз азыр. Эмиль, 2017 год, год президентских выборов. Уже очертился круг вероятных претендентов. Первый об этом публично заявлял Сариев, потом допустил возможность своего участия Исаев. Недавно была совместная пресс-конференция Ташеева, Мадумарова, Кельдебекова. Вот. Бабанов пока открыто, по-моему, не говорил, но на своей пресс-конференции Атамбаев 1 декабря сам назвал его в числе таких вероятных потенциальных кандидатов. Вот у меня такой вопрос. А почему медлит власть? Потому что в этом уравнении не хватает. Вот единственный остался X, это кандидат от власти. С чем это связано? Или власть настолько уверена, что по примеру Мекенем Кыргызстан в последний момент и блестящая победа? У нас теперь появился феномен, как Мекенем Кыргызстан, и можно ожидать таких явлений, но мне кажется, с тем, что вы назвали медленностью власти, с вопросом преемника или там, ставленника, мне кажется, несколько факторов здесь имеет место быть. Во-первых, мне кажется, очевидно отсутствие яркого, публичного и в широкой публике уважаемого кандидата среди ближайшего круга президента Атамбаева. Ну, нет такого человека, которого Атамбаев мог бы назвать вот кандидат от социал-демократической партии, и этого человека принял бы народ, или хотя бы серьезная часть народа, позитивно. Мне кажется, с этим проблема есть у президента и у социал-демократической партии. Другой вопрос. Ввиду этого первого фактора, мне кажется, в течение ближайших нескольких месяцев, возможно, вплотную к предвыборным месяцам, будет идти процесс
приближение, сближение или выяснение, опять же, насколько кто лоялен, насколько кто будет сильно более выверен как бы преемник президенту Атамбаеву. В-третьих, мне кажется, тут вопрос и того, какова будет конъюнктура власти при новой конституции и с новым президентом. Совершенно рационально ожидать, что ни сам президент Атамбаев, ни социал-демократы не будут просто так уходить, не скажут «до свидания», мол, наше время закончилось. Естественно, они будут, это как бы суть всей политики. И не зря мы говорим, и сами вы отметили, что 2017 год – это явно не конец политической карьеры Атамбаева. И, естественно, это может иметь продолжение в форме лидера партии, всемогущей партии, в форме чего угодно, или там важного покровителя нового президента, зависимо от того, кто будет. И в-третьих, даже если есть какой-то человек, на которого Атамбаев будет в основном ставить, то не имеет смысла раньше времени, слишком рано объявлять о таком человеке, потому что много времени, естественно, дает возможность развалить и репутацию, и способность этого человека сохранить свое лицо и то, кем этот человек является как политик. И в течение этого года, особенно вторую половину этого года, мы видели, насколько, скажем, тот же Омурбек Текебаев способен выявлять разного рода факты и разоблачения почти с любым человеком. И насчет с президентским кандидатом это будет гораздо более серьезный процесс. Все будут заинтересованы в том, чтобы разоблачить с не лучшей стороны всех своих соперников. Ну и, естественно, все мы знаем, Омурбек Бабанов, он, естественно, будет выставлять свою кандидатуру, и в этом нет никаких недоразумений или сомнений, да. Спасибо большое. Эльмира, вот в кругу чрезвычайно широкого круга ваших интересов, да, направлений работы, в том числе и работа по повышению гражданского самосознания. Вот в этом плане, вспоминая закон 5 дней, да, который вроде не отменили, но достаточно сделали такие большие послабления, вынуждены были. В 2017 году можно ли надеяться на дальнейший рост гражданского общества, да, самоосознание своей силы? Сможет ли наконец-таки гражданское общество стать равносильным партнером власти для того, чтобы как-то корректировать, может быть, какие-то ошибки, какие-то просчеты и самому инициировать какое-то движение вперед, может быть, даже какие-то реформы? Дело в том, что я очень давно изучаю этот вопрос и не могу понять, почему понятие гражданственности так плохо прививается и вообще восприятие. И вы знаете, я поняла ответ на этот вопрос тогда, когда загуглила слово «гражданин Кыргызстана» в Google и забила кнопку картинки. Я всем рекомендую попробовать это сделать, и вы поймете, тот визуальный ряд, те картинки, которые появились, они в основном связаны с решеткой, с тюрьмой, с наручниками, с паспортом. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что это понятие гражданственности, несмотря на нашу четверть век независимости, у нас все еще советский. Здесь, наверное, есть в аудитории люди, которые жили в советское время. Вы помните, тогда был примат, там мы друг к другу обращались товарищи. А гражданин – это был человек, который находится в местах лишения свободы или
И понятие гражданственности, оно было не то, что вторично, оно было с такой негативной коннотацией. И на сегодняшний день, к сожалению, этот визуальный ряд показывает, что вот эта тенденция остается. Второй момент, который на это влияет, это то, что гражданское общество на сегодняшний день очень сильно демонизируется. Почему-то за гражданским обществом сегодня представляются все НПОшники. Но как же так? А как же фонд «Эйман», который поддерживается президентом и непонятно откуда финансируется? А как же такая организация, как Мутакалим? У нас очень много организаций социального характера, очень много организаций уже и религиозного характера, которые открывают общественные организации, общественные фонды и очень активно влияют. Это же тоже гражданское общество, а бизнесмены, а собственно политическая партия. И вот это очень важный момент, когда мы сужаем понятие гражданственности, гражданского общества и занижаем или демонизируем. К большому сожалению, даже в выступлениях президента видно большое пренебрежение к этому сегменту, активному сегменту нашего общества, который, хотим мы того или нет, тормозит достаточно реакционные поправки в наше законодательство, связанные не только в том числе со свободой слова. И нужно понимать, что гражданское общество в Кыргызстане, оно живое, оно дышит, оно реагирует. Если бы оно не реагировало, это единственный, наверное, сегмент, который реагирует на какие-то достаточно несправедливые вещи, которые происходят в нашей стране. Единственное, я хочу сказать, что гражданское общество в Кыргызстане, если мы говорим про НПО, оно, конечно, тоже должно меняться, там тоже должны быть социальные лифты, там должны появляться новые яркие фигуры, она тоже находится в таком процессе, скажем, осмысления себя. И это тоже необходимый процесс. Это не гражданское общество в Кыргызстане, это не те две женщины, которых постоянно упоминает президент в последнее время. Это гораздо больше широкий сегмент. Это люди, которые занимаются социально уязвимыми людьми. Вы посмотрите, у нас на улицах нет людей с костылями, в колясках. Эти люди сидят по домам и по большому счету страдают. У нас не открытое общество, не инклюзивное. Это большая трагедия. У нас очень много сирот. У нас появилось второе поколение людей безграмотных. То есть, когда у безграмотных родителей необразованные, появляются уже безграмотные дети. Это очень большой симптом того, что в основном дома ребенка, в основном детские дома и прочие, это тоже гражданское общество. И гражданское общество – это еще и не просто активизм, как нам его представляют, это еще и большое сердце. Те сферы, куда государство не просто не входит, а боится или просто брезгует, туда входит гражданское общество. И гражданское общество еще занимается просвещением. Единственное, что я хотела бы сказать, что вот, на мой взгляд, гражданское общество кыргызоязычное и русскоязычное, оно немножко поляризовано сегодня. А это тоже большой минус, потому что если мы говорим о просвещении, о книгах, о правах, собственно говоря, о личности, мы все меньше говорим в нашей стране, мы говорим про масса, люди, политики, граждане, гражданское общество, но у нас пропала личность, человек. И вот одна из заслуг гражданского общества в том, что он пытается говорить о том, что человек – это звучит гордо, это важно. И, на мой взгляд, олицетворением гражданского общества сегодня можно назвать одного человека, перед которым я лично снимаю шляпу. Это Өндүрүш Байке. Өндүрүш Байке, которого можно увидеть возле ворот Белого дома, который в некотором смысле имеет активную гражданскую позицию, яркую, честную, и когда-то называли таких людей, блаженными, поскольку они несут это благо честности. И я не представляю сегодня ворота вокруг Белого дома, вообще ворота вокруг, огороженный Белый дом или дом правительства, огороженный воротами, это сам по себе нонсенс. И на фоне него этот невысокого роста человек, который пытается сказать правду. Это олицетворение гражданственности, и мы не можем на него покушаться, потому что это по меньшей мере кощунственно. Вопрос мой будет немножко такой, знаете, нетипичный для эксперта, да, политологической или я не знаю как. Хотя я не эксперт, да, меня почему-то так назвали вдруг. Жанар Мырза,
Баары билет акыркы убактарда президенттик өңөрдүн ортоңордо мындай пикир алмашуу болду. Мындай кээ бирлердин көз карашында өтө эле курч деген ойда болуп калды. Ошондон уламбы кыргыз прессасында бир ушак тарады. Жанар Акаев мандатын тапшырат деп. Ушул тууралуу оюңузду билдирип коесузбу? Эмнеси чын, эмнеси калп? Мандатты тапшырбайм. Анткени бизде дагы шайлаган адамдар бар. Балким 10 миң деген, балким 20 миң деген мындай адамдар бар. Биз алар үчүн иштешибиз керек. Экинчиден, мандат тапшыруу жөнүндө сөз дагы болгон жок. Президент дагы ага жол бербейт. Мындай антип айткан деп ишенбейм да мен. Анткени президент өзү дайыма ошол чындыкты айтканды, туура нерсени айтканды мындай баалап жүргөн киши деп мен ишенем. Анткени мен дайыма мындай сынды, курч пикирлерди айтканда ал тескерисинче мындай колдоп жүргөн убактар көп болгон да. Ошондуктан парламентке келгенден кийин эми анан 3 жолу мандатымды тапшырам деп мындай убактылуу баатыр болгон менимче туура эмес. Биз жаштарга көп иштерди жасаганга дайыма аракет кылабыз. Жаштардын ак үйгө келе турган жери бар мына. Кайсыл региондон келбесин жаштар келет азыр. Жаштардан башка деле мындай маселеде. Ошон үчүн мындай ал жөнүндө мындай сөз жок да азыр. А теперь переходим к вопросам из зала. Да, я попрошу, чтобы и вопросы были короткие, и ответы. Я бы хотел задать вопрос господину профессору. Ну, мы понимаем, что это представитель специальной политологической школы, американского университета. Но раз уж прозвучало здесь, это и в продолжении вопроса, заданного Зайниддином Карпековичем, и сама ситуация, ведь нас подводит, что 17-й год – это год президентских выборов. И мы, по сути, после референдума закончили четвертьфинал и вступаем в ситуацию полуфинала. Здесь вот прозвучало, что уже есть должно быть несколько кандидатов, и от вас прозвучала фамилия Бабанов. Мы не будем сейчас, наверное, заниматься критикой, да? Но хотелось бы услышать, какие достоинства, преимущества вы видите за данным кандидатом. То, что я скажу об Обаме, наверное, не будет в его копилку столь весомым вкладом, как упоминание его имени президентом. Я лишь упомянул его имя в том списке, который Азамат озвучил. Он сказал, что о Бабанове, о его решении или не решении баллотироваться мы еще не узнали, но как бы очевидно по многим заявлениям, там, движениям, динамике, что, ну и целесообразно, что он будет баллотироваться в президенты. Какие достоинства? На самом деле, я бы не хотел сильно как бы рекламу или антирекламу какому-либо человеку делать, но просто Бабанов является одним из наиболее видных политиков на сегодня. Если спросить рядового человека, назови 5 или даже 3 самых главных политика, кроме президента, наверное, он будет в этом числе. И у него большой опыт управленческий от премьер-министерства, которые последние 2 выбора во время предвыборных агитаций использовался как важный позитивный аргумент. Мы добились вот такого, мы добились этого. То есть его премьерство предполагается неким достижением, нежели обузой. Как скажем, у многих других премьеров, это было бы, наоборот, антирекламой. Ну и, естественно, большой финансовый ресурс, как, наверное, крупнейшего бизнесмена. Другое дело, конечно, по линии мысли
Зайниддина Карпековича. Если говорить, что у нас торговая буржуазия, то, естественно, в большей степени Бабанов является вот ярким представителем торговой буржуазии. У него мало производства, если оно есть, то оно не в Кыргызстане, большей частью. Ну, как он будет себя вести как управленец, наверное, мы уже видели в его роли премьер-министра. И если уж он станет президентом, то он явно офис президента не будет слабее, чем во время Атамбаева. Ну, дальше мы посмотрим, как все сложится. Эльмир, у меня вопрос такой. Вот я о том самом гражданском обществе, о котором вы так очень подробно говорили, я согласна с вами, что это не те две женщины, о которых постоянно упоминает президент. Вы в общем, дали подробную характеристику, Зайниддин Карпекович дополнил. И вот в связи с этим вы очень, очень плотно работаете с гражданским обществом, да? У вас нет разочарования этим самым гражданским обществом? И я бы даже сказала более широко, потому что вот такое понятие «народ», к которому всегда все апеллируют. И властные структуры, и НПО, и все говорят от имени этого народа. А сам народ-то что? Безмолвствует, продается, скафнит у мониторов и так далее. Вот я в последние годы, я про свои ощущения, я так разочарована своим народом, людьми. Я не знаю, что с этим делать. Я так разочарована, что у компьютера мы все такие умные, мы все такие грамотные, мы все такие правильные. Но как наступает час X, когда надо сделать выбор, когда надо сделать какой-то поступок, мы тупо идем и продаемся за 500 сомов, я не знаю, лампочку вкрутили, и мы уже счастливы. Вот что делать с народом? Вот вы работаете с ним. Вот я, честно говоря, я уже вот в такой растерянности. Я хочу жить, как, знаете, в других странах. Я не хочу знать, кто такой президент. Я не хочу знать, кто премьер. Я просто хочу, чтобы все вокруг нормально функционировало. А они, слуги народа, они должны это обеспечить. А я должна просто получать эти услуги как гражданин этой страны. Я не хочу быть политизированной, как сейчас политизирован наш народ. Вот вы упомянули таксистов. Да, я уже боюсь садиться в такси, потому что любой таксист – это такой крутой политолог, круче, чем я, вот серьезно. Да? Я так не разбираюсь в политических вопросах, как таксисты. Вот что делать с этим народом? Что мы должны делать? Что дальше? Потому что если так будет продолжаться, это будет еще хуже. Вы уже сказали, что у нас второе поколение идет, и я с этим согласна, безграмотных абсолютно людей. У нас будет, вы знаете, у меня перед глазами такая яркая картинка. Помните, был Кабул 79-го года, женщины яркие такие, а потом был какой-то 90 или 2000 какой-то год, да? Это был ужас. Вот я не хочу этой картинки из Киргизии, из Кыргызстана. Вы знаете, я очень долгое время занималась политическими процессами, политологией. В какой-то момент стало ужасно скучно, потому что когда ты видишь, когда процессы повторяются уже 3-4 раз, и когда институты все меньше и меньше напоминают институты, и ты понимаешь, что это не самое главное. Ответ, который я получила для себя за последнее время, что вот на таком глобальном уровне, что имеет значение? И политика ситуативна, и все остальное ситуативно. Имеет значение культура, гуманитариат. Вот сейчас люди говорят о гуманитариат. Люди должны думать, должны осмыслять, рефлексировать, и тогда будут некоторые изменения. И я в последнее время хочу заниматься и занимаюсь просвещением. Мне кажется, это такой важный тренд, который сегодня забит в самый темный угол в нашей стране. И просвещение – это то, что может нас спасти. Это можно по-разному понимать. Нам просто нужно читать книги. И нам вот какой индикатор нашего общества – это дискуссии. Качество дискуссий, оно просто удручающее. Кто-то из умных сказал, человек, который обсуждает друг друга, это вот
это одно. А когда люди обсуждают тенденции, и обратите внимание, на всех уровнях мы только говорим о прошлом. Мы вообще не говорим о будущем. А в это время наши дети уходят в лучшие сферы, в другие государства. Наши чиновники говорят, как у нас все замечательно. Мы знаем, что их активы, дети, финансы, недвижимость находятся за рубежом. И вот это вот лицемерие, оно очень сильно подрывает. Я говорила о кризисе доверия. Это очень сложная вещь, потому что это сказывается на нашей идентичности. И как легко наше государство говорит о том, что замечательно у нас вон мигранты, как им замечательно живется. Недавно один наш бывший министр сказал, а мы зашли в ЕАЭС, потому что мы хотели обеспечить будущее мигрантам. Вы знаете, это такая спекуляция своим собственным народом, который живет там в далеко не комфортных условиях. Это, на мой взгляд, это кощунственно. Что касается гражданского общества в том понимании, о котором говорит постоянно наше общество, НПО, я согласна. Не все просто, но это отражение нашего общества большого. Оно тоже стагнирует. Там тоже люди находятся, там тоже происходит несменяемость власти. Там тоже очень много, я бы сказала, спекуляций. И оно не всегда, оно уже не такое активно. Я скажу больше, в основном, когда говорят про гражданское общество, говорят про людей, которые занимаются адвокацией, advocacy, правозащитников. А вы знаете, ребята просто не хотят идти в правозащиту, потому что государство это забивает и не дает возможностей. И все больше и больше не поощряется. Хотя Высоцкий сказал, да, что развитие делают, как сказал Высоцкий? Да. Отчаянные, только на самом деле развитие любое, да, делают некоторое данко, да. Отчаянные люди, которые... Вот так заново. Высоцкий говорил, что буйных мало, вот и нет у нас развития. А кто такие буйные? Это люди, которые не боятся комфорта, люди, которые не боятся говорить правду, люди, которые бросают в лицо власти. Это тот самый мальчик, который сказал королю, что он голый, по большому счету. И если не будут таких людей, мы просто стагнируем. И у нас есть для этого все предпосылки. У нас такая пропаганда сумасшедшая. Мне смешно сегодня называть национальный канал национальным. Опять вернулись черные списки, опять оппонентов не допускают к эфиру, а национальный канал стал орудием для очернения выдающихся людей, людей, которые смеют говорить правду. И что мы хотим от гражданского общества в таких условиях? Законодатели пытаются инициировать законы, ограничивающие свободу слова и вообще развитие гражданского общества. В этом смысле мы вернулись в 2004 год и 2009 год. Мы сами ограничиваем это развитие. И, к сожалению, общество нездоровое. Вот существует такое уныние. И единственный мой ответ – просвещение. Нужно говорить о просвещении. И второй момент очень важный. Очень важно для людей, для молодых людей, то, какие задает модели наша элита. Как они себя ведут, что они читают, как они говорят, как они видят свою страну. К сожалению, в этом смысле очень удручающая картина. Достаточно посмотреть на риторику многих наших депутатов. Да? Я не буду называть фамилии, но вот эта вот риторика, как же я буду ездить на велосипеде, никто не поверит, что я депутат. По голове могут ударить. Вот кто, классный был пост в Фейсбуке, скажите, кто голосовал за этого человека, да? Дело в том, что это на самом деле не смешно, это грустно, это человек, который издает наши законы, это модель народа. Мы избрали, господа, товарищи, мы сами избираем таких законотворцев, поэтому жаловаться не на что. Итог какой? Несмотря на жесткие оценки, я в высказываниях всех спикеров увидел и свет в конце тоннеля. Я у всех услышал
какие-то якоря, которые дадут нам возможность, да, остановить наш корабль от государственности, общественности, чтобы нас не разбросало как щепку, да, по вот этому бушующему океану современного мира. Ну и хотя как бы многие смеются, когда президент вот часто вспоминает, да, про нашу государственность, да, но с другой стороны, может быть, эффект комичности в том, что он это делает там слишком часто или как-то вот пафосно, да, вот очень по-артистически. Но это правда, это правда. Мы просто не имеем права проигрывать, сдаваться, хотя бы даже вот перед памятью наших сильных и мужественных предков. Потому что возможностей для роста тоже, их безгранично много. Если вникнуть, если найти как раз-таки вот те самые рычаги опоры, то мы действительно сможем перевернуть мир. Спасибо вам всем. До новых встреч.